нашем музее. Мы сегодня с вами встречаемся в честь нашего величайшего татарского композитора Рустема Яхина. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения Рустема Яхина. И очень много, наверное, разных встреч, концертов, связанных с этим. Вы видели в афишах, присутствовали, наверное, но наш музей, он является одним из таких мест, который сохраняет память Рустема Яхина в материальном плане. Так как мы очень гордимся, в нашем музее, в Национальном музее, филиалом которого мы являемся, хранится личный рояль Рустема Яхина. Этот рояль был передан нам в 2011 году. Он стоит в большом конференц-зале на улице Кремлевской. И и для публики, и для нас очень радостно и приятно, что этот рояль он звучит. Во всех мероприятиях, концертах, которые у нас происходят на Кремлевской, в Национальном музее, рояль Яхина, он всегда является главным героем. И поэтому мы всегда Рустема Яхина помним, вспоминаем, о нем говорим. А сегодня мы уж собрались в нашем музее. Про наш музей тоже несколько слов скажу. Просто у нас музей называется Музей истории татарской литературы с мемориальной квартиры Шарифа Камала. Литература, писатели, Шариф Камал, эти традиции татарской культуры начала 20 века мы в нашем музее храним. Коротко мы его называем Дом татарской книги еще, потому что у нас экспозиция посвящена еще истории возникновения, развития именно татарской книжной культуры. И поэтому уж мы не только здесь про литературу, про татарскую культуру в общем стараемся говорить, встречаться, доносить до зрителей наших и так далее. И стараемся в честь татарской культуры, татарской книги вести наши встречи на двух языках. Я хочу сказать, предупредить, что на русском и татарском мы это все будем делать, поэтому звучание двух этих языков, наверное, будет тоже уместно. Рустем Яхин ул Казанда туган һәм Казанда укыган, Мәскәүдә консерваторияда укыган. Әмма дә ләкин Рустем Яхин бик матур татар телендә язган, сөйләгән һәм чыгышлар ясаган. Бездә язма бар. Рустем Яхинның радио комитетка язып калдырган үз тавышы белән язылган шундый фикерләре. В радиокомитете сохранилась запись, где Рустам Хаджиевич сам записал своим голосом свои мысли о создании детской музыки. Сейчас мы этот текст послушаем с вами. Если будет интересно, перевод сделаем. Если я обращаюсь уже, у нас сегодня в гостях представители музыкальной школы имени Рустема Яхина, они наши почти соседи, и поэтому мы очень рады их сегодня здесь у нас в гостях видеть. И поэтому хотели эту запись послушать. Мен балалар үшін музыка язуға зор әһмият берем. Кішкене замандашларымның тирән һәм бай рухи дөньясы турында бер кашан да онытмыйм. Чөнки балаларның эстетик зәвыгы бик кішкене яшьтән үк формалаша бит. Тирән эчтәлекле җитди музыкага кызыксыну һәм мөхәббәт уяту, зәвыкны дөрес юнәлештә тәрбияләү барлык художникларны дулкынландыра торган мәсьәлә. Klassik һәм хәзерге заман композиторлары балалар өчен музыка язуга зур игътибар биреп килгәннәр. Чайковский, Шуманның,
Балалар альбомларын хәтерегезгә төшерегез. Бу әсәрләрдә никадәр эчкечсезлек, сафлык, художество дәреслеге. Аларны зурлар да, кечкенәләр дә рәхәтләнеп тыңлыйлар. Балалар өчен музыка язуы авыр да, кызык та. Бу эштә композиторларга нәрсә ярдәм итә соң? Әлбәттә, композиторлар балалар дөньясын, балалар психологиясын яхшы белергә тиеш. Ләкин бу гына аз. Безгә музыка язырга ерак балачак истәлекләре, хәтергә тирән сеңеп калган вакыйгалар, кичерешләр ярдәм итә. Чөнки безнең һәркайсыбызның төрле кичерешләргә бай балачагы булган. Балалар өчен музыка гади, якты, аңлаешлы, конкрет, шул ук вакытта тирән образлы, эчтәлекле булырга. Һәм ул гади техник чаралар ярдәмендә җиткерелергә тиеш. Балалар музыканы чын күңелдән бирелеп тыңлыйлар. Композиторларның һәр авазына ышаналар. Аның телендә булган кечкенә генә ялганны да сизми калмыйлар. Хыялларын канатландырмаган, күңелләрен дулкынландырмаган музыканы кабул итә алмыйлар. Һәрбер иҗат кешесен, шул исәптән композиторны да совет балаларының шат тормышын, аларның бай эчке дөньяларын күреп яшәү иҗатка рухландыра. Совет художнигы өчен музыкада балаларыбызның рухи дөньясын, вакыйгаларга һәм кичерешләргә бай тормышын чагылдыру, аларда чын патриотизм һәм ватанга мәхәббәт хисе тәрбияләүдән дә мактаулырак һәм җаваплырак максат юк. Менә шул. Фикерләре бик тирән, бик кызыклы. Чыннан да Рөстәм Яхин ул менә композитор буларак та, шәхес буларак та бик зәвыклы, бик затлы шәхес булган һәм аның белән аралашу бәхете ирешкән кешеләр, алар чыннан да бәхетле булганнардыр. Мне очень понравилось из его высказывания, просто хочу для ребят еще раз подчеркнуть и сказать, что для именно детской музыки должна быть характерна искренность. И композиторы, которые пишут именно для детей, они должны очень честно, очень искренне выражать те качества, свои музыкальные мысли. И для детей музыка она должна быть отличаться именно такими качествами. Әлбәттә, Яхинның мирасы бик зур, бик күп санлы әсәрләр. Ул беренче татар композиторлардан беренче буларак зур симфоник әсәрләр иҗат иткән музыкантта. Ул безнең инде барыбыз да беләбез, республикабызның гимнының музыкасының авторы да. Шуңа күрә аның турында бик озаклап сөйләргә мөмкин булыр иде. Biz инде күбрәк менә килгән кунакларга сүз бирербез, музыкага сүз бирербез. Шуңа күрә бер генә секунд, мин музыкантларны карап алыйм әле, әзер булсалар. Про музыкантов тоже хочу несколько слов сказать. Они наши постоянные гости и наши почти уже друзья и коллеги, так как очень часто у нас исполняет различную музыку. Айгуль Зайнуллина, она концертмейстер, инициатор многих наших тематических вечеров, концертов и так далее. Ильяс Камалов, о нем отдельно еще хочу сказать, потому что он не только исполнитель, так же, как и Рустам Яхин. Мы сегодня параллельно, наверное, с Рустамом Таджиком будем проводить. Он и исполнитель, и сочинитель музыки. И, наверное, один из самых достойных таких продолжателей традиции этого музыкального творчества, татарского национального музыкального творчества, и поэтому мы всегда очень рады видеть его в нашем музее, в наших концертах, и надеюсь, что сегодня мы тоже порадуемся его творчеству и исполнительству. Нәрсә башкарабыз?
Лиги. Да, Рустем Яхинның Лигисе, Айгиз Зайнуллина, Яскамал.
Elbette bizim bu işraşının tağın bir şuşunday sebepçisi hem onun uyuşturuda bir aktif kapnaşışı bizim bir konağımız var bugün. Biz hazırlayın sözünü onlara bir getireyim. Сегодня у нас вот в гостях наш один из самых близких наших друзей музея нашего, Нафис Анварович Багильдиев. Вот, кроме того, что он очень активно занимается сохранением и популяризацией татарского наследия, для нас очень приятно, что Нафис Анварович, он еще является родственником героя нашего музея, писателя Шарифа Камала. И поэтому мы очень давно с ним как бы сотрудничаем. И вот очень благодарны ему то, что он был одним из инициаторов и активных таких вот участников организации сегодняшнего вечера. И я хочу предоставить слово Нафис Анварович вам. Спасибо. Я много говорить не буду, чтобы вас не задерживать. В общем, хочу сказать в первую очередь благодарность это музею, сотрудникам музея, то, что они пригласили участвовать в этом мероприятии. Я просто не представлял, что можно здесь еще какие-то музыкальные вещи, композиторов и так далее. Вот. Ну, от нашей семьи, наследников Багильдеев, мы музею передали для этих целей, когда пианино, которое на вид она старенькая выглядит, но у нее хорошее звучание, ее еще нужно доделать и так далее. Вот. Хочу только одно сказать, что это во времена нашего, так сказать, татарского писателя всенародного Шарифа Камала здесь всегда звучала музыка. У него был, как бы сказать, как шопеновский салон. Здесь собирались у него на втором этаже и композиторы, и писатели, и поэты. И очень приятно, что вот сейчас вот на сегодняшний момент, тем более такая знаменательная дата, 100 лет Рустема Яхина, что начала опять живая музыка играть в этом здании. Вот, так сказать, в этом здании объединились два искусства, музыкальное и литературное. Это очень прекрасно, когда в доме классика играется классическая музыка. Это просто великолепно. У меня просто душа цветет вот в этом плане. Так что сам формат мероприятия изначально делался не как такой официальный, пафиозный. Мы хотели просто как по-домашнему, какие-то вопросы, если кто-то что-то помнит, у нас выступят и тоже наследники, не наследники, а родственники, ну, не наследники творчества, а родственники Рустема Яхина тоже расскажут, можете задавать вопросы. Формат такой спокойный, семейный, домашний, так что не стесняйтесь задавать вопросы. Вот. А от нашей компании, то, что вот дополнительно скажу, я еще занимаюсь продюсированием многих проектов. У нас получился один проект через грант президента Российской Федерации. Мы издавали нотные издания Рустема Яхина, пьесы для фортепиано и скрипки, еще издавали первую часть песни и романса Рустема Яхина для среднего голоса. Так что всем школьникам, всем участникам сегодня будет от нашей компании презентация по маленькой библиотечке о нашей встрече. Вот. И в заключение, я еще в конце выступлю заключительным словом. Хочу, чтобы вы это в сердце с собой унесли прекрасные воспоминания о Рустеме Яхине. Будет еще демонстрация фотографий, воспоминаний. Так что я вам так скажу. Мечту Рустема Яхина частично выполнили, что он хотел, чтобы СССР играл везде его музыка. Единственное, чтобы побольше было людей, которые носили в сердце произведения Рустема Яхина, теплые воспоминания об этом замечательном, прекрасном композиторе. Лучше, я скажу это слово, не побоюсь, потому что он единственный в мировой музыке, для мировой музыки и среди классных композиторов, он читает европейского музыкального склада, мирового. Так что у нас не секрет, что многие, кто выезжал за рубеж еще и в былые времена, и сейчас репертуар составляет 75% составлял Рустема Яхина. Во Франции Зельдаян говорил, нам без хлопа его фотографии, то есть его произведения. Его музыка методична, так что слушайте, наслаждайтесь, если вопросы какие-то задавайте. Приятного вечера и встречи. Сейчас мы еще одно произведение Рустема Яхина с вами послушаем. Хотим представить тоже нашего сегодняшнего участника-музыканта Зефиру Ибрагимова. Она вот, тоже
тоже очень активно у нас будет, надеемся, выступать сейчас уже, раз уже у нас инструмент появился. И исполняет вместе с Зульфией Марат Аюпов, заслуженный артист Республики Татарстан, на скрипке. Наследие Рустама Яхина, конечно, она достойна звучать действительно в самых лучших залах мировой сцены, и в том числе вот очень камерная музыка, и, конечно, музыка эта, она должна наполнять действительно сердца всех наших присутствующих и людей, которые наслаждаются этой музыкой. И про Рустама Яхина как композитора, конечно, можно много хороших слов говорить, но хочу несколько слов просто сказать о нем как о личности, да, как действительно он был не только вот как профессионал, как музыкант, но и как человек очень интересной личностью. И очень много воспоминаний, очень много людей, которые с ним общались, о нем говорят, что он был очень интеллигентным, очень мягким, очень добродушным человеком. И вот эти качества, они, наверное, тоже наложили отпечаток и отражаются в его творчестве, в его музыке. Бізде бүгін қонақта Рустам Яхиннің туғанлары бар. Елмышмасам, Нафис Анварович, бәлки сіз представите гостей да, наших сегодняшних. У нас здесь находится очень прекрасная семейная пара. Вот, Валеев Ильгиз, я его просто Ильгизовы называю, его супругу Римапа. Вот, у Рустама Яхина не было детей, так что Ильгизовы там воюют и так далее, племянник, потому что у меня не было своих собственных детей. А вот они, Ильгизовы, помнят еще, когда Рустам Яхин проходил к его маме, общались. Вот, Римапа ухаживал за Халимой, когда они еще вот, уже последние года жизни, после того, как
Рустам Хамидхазевич умер, они ухаживали, она рассказывала про Рустама Яхинова. Ну, вкратце, несколько слов они скажут, что, пожалуйста. Может, что да, там- поделитесь некоторыми Если воспоминаниями. оставаете, скажите что-нибудь. Несколько слов хотя бы. Что за Рустам Яхин, что за человек, проходите, не проходите. Да, была я вас. Да, вот встаньте, скажите, не стесняйтесь вас. Так, погромче. Какой был человек, как вы познакомились? Как вот повторяюсь, ну, аудитория большая, кто-то не слышал. Вот. Ну, общался я с ним где-то более такие после армии. До армии мы с ним мало общались, но все-таки возраст, как бы, по собственным причинам. Мама моя покойная, она была дочерью репрессирована, а Яхины тоже не подвергались гонению. Было такое. Но это детали я не буду говорить, потому что это же история другая. Об этом, наверное, напишут. И, может, уже написали в книгах. Вот. Тем не менее, вот что хотела подчеркнуть. Ну, я же повторюсь, он действительно очень кристально души человек. Это такой человек, вот, у него вот то, что на лице он интеллигентный. Это вот не просто там показано, это внутри. Он действительно такой интеллигентный, да, мозгокосичный, как бы сказать. Он вот такой вежливый. И я вот когда с ним, особенно после армии, я даже думаю, как-то себя робко почувствовал. Но когда с ним на Визгах, вернее, да, правильно ударили, вот, это был конец 60-х, да, где-то так, не начало 70-х, сейчас я не помню. Это, как говорят, в другой жизни, может сказать, я сам уж не молодой. Вот. Отношусь к детям войны, наверное. Вот. И мы, значит, и когда я, вот 5 минут не прошло, я почувствовал вот, тепло души от него, вот так веяло, таким вот аура такая вот. И мама у него, вот, Мария Мата, такая вот. Отца, конечно, не помню, не могу сказать, к тому времени его не было уже в живых, к сожалению. Вот. Я сам-то рос без отца, ну и понимаю. И такая Мария Мама вежливая, вот. Женщина пожилая уже, бабой, не скажем, вот. Но я сам-то тоже какое-то отношение к музыке не профессиональное, и тем не менее работал на заводе, там у нас был оркестр. Ну, сейчас у нас смотрят в течение где-то вот, да, 80-х годах держали пальму перец. Были такие вот смотры в парке участвовали, да. А потом вот, выглядели на пенсию, он мне сказал еще, я Рустам Хамидхазевич, ты, говорит, не бросай музыку, то есть это, занимайся постоянно. У тебя вот такой вот творческий потенциал. Он чувствует, он Предрасположенность. да, предрасположенность. Но я уже... Сам что за человек он был? Сам человек... Характеристика вот такая. Характеристика человеческая какая была? Очень вежливый, очень такой вот добродушный. Вот. Что я могу сказать? Такой вот скромный, это я говорю, он очень скромный человек. Вот. И он, значит, мне даже вот тому, я уже после не молодой, тебе надо заниматься музыкой, платным фортепиано. А я духовик, я играл на трубе в оркестре. Думаю, ну вроде ничего общего, труба, а с другой стороны голос, тот же инструмент, вот, люди поют, а если не слух, он любой инструмент освоит. Вот. Я говорю, тебе найду преподавателя, это он мне сказал, по классу фортепиано. Я говорю, ну, в моем возрасте, ну, просто для себя, для души. Потому что музыка, она просто вот, дает такие силы. И действительно, к сожалению, мы живем вот, ну, площадь
ну, не располагал для инструмента. Все забито, небольшое, ну, время вот такое тяжело. Спасибо вам. Биксу рахмет. Потому что это вы очевидец, Рустема Яхин, общались с ним, пожалуйста. Если Рима Апа, два слова, что вам Рима Апа говорил про Рустема Яхина? Ну, пару слов расскажите, что там. Мне родные какие-то вот родственники. Да, давайте молодежь давай. остались, нет? Нет, я немножко так скажу. Мы с ним ухаживали вместе последние годы жизни Халимы Закировны Завдовой. Вот она нас нашла по телефону, своих родственников, подруга ее, Именно родственников Яхина. да, родственник нашли, Вану Она Апада. нашла. Она к нам пришла и позвала Халима Закировна, говорит, лежит в больнице. Так как рядом никого не было, мы пошли за ним ухаживать. Это БСМП, 12 больниц, Она что-нибудь по-моему. рассказывала про Рустема Яхина? А? Рассказывала что-нибудь про Рустема Яхина? Она, конечно, каждый день вспоминала про него, как они вместе играли, как она вдохновляла его. Ну, музыку сочиняла, по-моему, очень сильно она помогала в его Вдохновитель. творчестве. Ну да, я уже были репортажи о том, что благодаря Халиме Апа, то есть она его вдохновляла, он больше написал произведений, нежели бы если бы он был в одиночестве. Он за ней ездил в Санкт-Петербург, они долго встречались, потом через определенное большое время потом закончили свой брак, и они проводили все вместе время до конца своей жизни. Вдохновлял его. Ладно, большое спасибо вам. Сейчас я Племянники какие-то остались, нет? меня вдохновляет. Где вы там, говорите? Подарок. Биксу рахмет sizge. Xizmetingiz uchun, bugungi kelganingiz uchun bizni zo'rlab hurmatda. O'g'atamida uchrashib, birga ko'rishib yasharga nasib bo'lsin. Hozir endi so'z yordam muzikaga Oygil Zaynulina bizga Sandug'ashni o'ynarman degan edi. Rüstem Yakin'dan eng tanilgan, eng taralgan, eng yoqri turgan kuylarining birisi Kitne Sandug'ash.
очень логично и интересно сравнить, да, вот творчество Рустама Яхина и современных музыкантов, современных композиторов, которые также стараются продолжать вот это дело музыкальное творчество, развитие нашего татарского музыкального искусства. И поэтому мы очень рады, что сможем сегодня услышать и современную музыку, которая является вот продолжением. И еще хотела сказать, что действительно творчество Рустама Яхина, она, наверное, вот как академичное такое музыкальное творчество, на базе которого учатся, развиваются, растут новые музыканты, новые появляются произведения. И мне кажется, это действительно достойное, очень огромное такое достояние наше, которое является такой вот основой и таким большим сегментом в творчестве наших музыкантов, татарских композиторов в том числе. И я с большим удовольствием предоставляю слово нашим музыкантам Айгуль Зайнуллина и Ильяс Камалов. И прозвучит произведение Ильяса Камалова «Сусыз жердегі мәдін».
Пожалуйста, вы? Да, конечно. Хочу сказать, Вы представьте, вы сама из музыкальной школы? я преподаватель третьей музыкальной школы, которая имеет честь называться, иметь имя Рустема Яхина. Мы получили это имя, очень рады, очень гордимся. Конечно, в нашей школе звучит имя музыка Рустема Яхина. Мы устраиваем конкурсы имени Рустема Яхина. Мы республиканский конкурс, выходим на большие сцены. У нас в наших гостях были Рима Ибрагимова, которая прекрасно поет музыку, романсы Яхина. Эмиль Завединов наш постоянный гость. Еще я хочу сказать, что Рустем Яхин очень давно бывал в нашей школе. У нас даже есть такая фотография. Мы все наш коллектив, и он приходил, сфотографировался и написал на фотографии «Моей родной школе». Ну вот этим школа, как бы он первый, третий, но он написал это послание, мы гордимся этим. Фотографии у нас есть, мы там все вместе. И, конечно, в ту встречу, когда это единственная встреча была у нас в нашей школе, поразительно, что очень добрый, необыкновенно интеллигентный. От него такая теплота, как в его романсах, она исходит из него. Я считаю, и мы считаем, что это самый лирический композитор романсовой музыки на Татарстане. Вот. И спасибо, что нас пригласили. Ой, мы тоже очень рады вас сегодня. И хотим закончить с обещанными подарками. Титан Анваровичу слово, пожалуйста. Все здесь тоже. В общем, я вам хочу сказать, это маленькую буквально историю рассказать. Я родился в Казани с родителями, потом мы переехали в Челны. Вот. И мы там, с 1, 2, 3 до армии мы были в Челнах. Там очень мало мы разговаривали на татарском языке. То есть, когда я в армию ходил, я вот татарин, да, я себя считал квалифицированным. Тут просто обрусевшим татарином. Я уже думал, что я что-то потерял, что-то это. Но я просто это предисловие вам рассказываю, к одной из, для чего это все рассказываю. В общем, когда я попал в армию, служил я в Афганистане, и когда я за 5 провинций, за 800 километров на боевых, тогда я как слушал татарскую музыку, по маяку 2 часа в день передавали музыка народов СССР, Российской Федерации. Ну так как я в оперативе служил, я забегал в клуб связистом и слушал, будут ли в этот день играть татарскую музыку или нет. Почему я слушал? Когда я слушал татарскую музыку, и вот мне 2 произведения почему-то запомнились, похожи на Рустема Яхина «Дикие утки летят, одинокое дерево». Почему я их слушал? Потому что в детстве, когда мы с родителями садились обедать, всегда у нас по радио играла татарская музыка. Я это все рассказываю для чего? Потому что вот если у тебя в крови ты вырос с татарской музыкой, она всю жизнь останется. Даже если будешь на английском языке говорить, будешь говорить на французском языке, когда-нибудь, где-нибудь эта музыка в крови тебе заиграет. По этой причине мы издавали вот такое новое издание. Правда, она все эти произведения ушли Харитоновой, так они не ушли в народ. У нас первая часть издана, но не дошла до народа. Вторая часть готова. Мы ищем мецената спонсоров, чтобы издать и просто-напросто, как мы сделали вот с этими песнями для фортепиано скрипки, раздать нашим музыкальным школам, библиотекам по всей Российской Федерации. Мы раздавали песни для фортепиано скрипки через Конгресс татар. 50 стран направляли, 50 стран направляли нашу диаспору, 50 стран это. Просто для пользуясь случаем я говорю о том, что вот эти песни музицирование всегда идет в семейный, в народ тогда. Вот эти вещи, помимо классических вещей, нужно издавать, потому что это необходимо, чтобы с этим жить наши дети жили, внуки, правнуки, потому что без музыкальной культуры человек становится дикарем, начинает техно слушать, попсу и так далее, рэп какой-то непонятный. Вот. Но так как я от нашей компании, мы всем детям и всем прислушиваемся, мы дали библиотечку, мы там на титульном листе буквально приклеили надпись о том, что это посвящается участникам, и печать все поставили. Так что в первую очередь я детям раздал. Это подарки.
это самое. Осы sizге, рахмат sizге, бар келушілерге, тілеген кішілерге қазір біз музей белән танышырга тәкъдим итәбез. Әгәр дә мөмкинлегегез вакытыгыз булса, экспозицияны карап төшә аласыз. Аралаша аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр кабат күрергә, күрешергә насыйп булсын.